أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ассаламу алейкум рахматуллахи баракатуху. Сегодня поговорим о достоинстве уммы пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, или, если более подробно, то о друзьях Аллаха из книги Канзуль Гирфан Мухаммад Асхат аль-Ирбили. Баб ма джаа фи фазлил уммати. Аллах Субхану ва Тааля в Коране, обращаясь к нам, говорит, что «Аля аулия Аллах фаля хауфун алейхим ва лахум яхзанун». У Аллаха есть такие друзья, приближенные, аулия, которым нет ни печали, ни горя. И они приближены к Аллаху. Это те, которые постоянно думают про Аллаха, постоянно его вспоминают и совершают те виды поклонения, которые им вменены как в обязанность. Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, в Торе аяту Корана приводит нам высказывание, то есть он объясняет нам и говорит: «Иттаку фирасаталь му'мини фа иннаху янзуру би нури Аллахи азза ва джалла». Бойтесь фирасата му'мин, му'мин камиль, то есть бойтесь действительно его внутреннего взгляда совершенного му'мина, совершенного уверовавшегося человека, то есть того, который действительно достиг высших духовных ступеней. Как же может достичь, что еще есть в исламе, что есть еще и высшие духовные ступени? Да, конечно. Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, что после меня уже очень был приближен к статусу пророков Абу Бакр ас-Сиддик, радийаллаху та'аля анху. Или же в другом хадисе говорит: если бы Аллах пророком не избрал меня, то он обязательно избрал бы Умара ибн Хаттаба, радийаллаху та'аля анху. И во многих своих высказываниях Мухаммад саллаллаху говорит о тех приближенных, об аулия. Он говорит, что Аллах субхану ва тааля первым, которым обещал, что первым войду в рай, это я, говорит пророк Мухаммад, афдалус салават ва тахият. И то, что он уже обрадовал, Аллах субхану ва тааля через пророка Мухаммада саллаллаху обрадовал 10 его приближенных сахабов, что они уже в раю, что они уже, им обещан, они уже все, им предписан уже рай. После этого Мухаммад саллаллаху говорит, что есть еще, кроме них, еще приближенные 70 тысяч, которые войдут без весов. То есть их дела не будут взвешиваться. Об этом он тоже говорит нам. И говорит, что в каждом столетии появится такой человек, который привнесет свежее дыхание в ислам. Это уляма и аулия, му'мин камиль. Так вот, бойтесь его фирасата, то есть, если вы что-то думаете, сели в кругу, бойтесь думать про мусульман плохие какие-то мысли, отгоняйте своих мыслей, потому что иногда среди них бывают такие приближенные к Аллаху авлия, му'мины камили, которые действительно совершенные му'мины, достигли высших ступеней совершенства в исламе, и они могут заглянуть в твое сердце и почувствовать твое отношение к другим. Бойтесь. «Иттаку фирасаталь му'мин, фа иннаху янзуру би нури Аллахи азза ва джалла», потому что он смотрит на вас божественным светом, говорит Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям. «Уммати умматун мубаракатун, ла юдра ауалуха хайрун ау ахируха». Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям говорит, что моя умма – это благословенная умма, умма мубарака. Не знаю, кто из них приближеннее, кто из них лучше перед Аллахом. Первые
или последние? Речь идет о салафах и халяфах. То есть первые поколения сахабов или последние поколения табу табигинов. Речь идет о них, потому что друзья Аллаха, аулия Аллах, в основном были среди них. Да, и сегодня есть приближенные к Аллаху, но здесь ученые, как подчеркивает Мухаммад Асад аль-Эрбили, говорит, что речь идет о тех первых сахабах, о тех последних табу табигинов, потому что они были действительно самыми лучшими. И Мухаммад ﷺ говорит, что вот эти 3 поколения, они самые лучшие из вас. И невозможно различить их. Нельзя сказать, что первые были лучше, или вот последние табу табигины. Это как раз можно привести как доказательство к тем людям, которые поносят ученых табигинов и табу табигинов, говоря, что они основали масхабы или они основали школы течения. Мухаммад ﷺ про них очень выражался очень хорошо и хвалил их. تقول النار للمؤمن يوم القيامة جوز يا مؤمن فقد أطفأ نورك لهبي. И когда совершенный му'мин, настоящий веровавший, настоящий му'мин, мусульманин, будет проходить через мост Сирата, огонь ада будет кричать и вопить: «О, му'мин, о, друг Аллаха, аулия Аллах, о, вали Аллах, о, быстрее проходи через мост, потому что твой свет, который находится в твоем сердце, божественный свет, тушит мой огонь, тушит меня, тушит огонь ада». То есть божественный свет человека, который Аллах Субхану ва Тааля облагодетельствовал как своего друга и сделал его из числа приближенных друзей аулия, то даже огонь ада бессилен перед его светом, в который Аллах Субхану ва Тааля ввел его в его сердце. То есть этот божественный свет, нур Аллаха в сердце совершенного му'мина, мусульманина, действительно такой силой, что никакой огонь не сравнится. Это любовь к Аллаху. Это совершенная любовь к Аллаху. Это божественный свет, который воссоединяется с божественным светом Мухаммада, саллаллаху алейхи и стремится увидеть лик Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля. مثل أمتي مثل المطار لا يدرى أوله خيرا أم آخره. Пример моей уммы, говорит Мухаммад ﷺ, можно сравнить, привести пример, как дождь. Невозможно различить первая капля дождя, самая хорошая, благословенная, или самая последняя капля дождя. То есть, еще раз повторимся, что эта речь идет о тех действительных мусульманах, му'минах, уверовавших, которые действительно горят любовью к Аллаху и горят богобоязненностью к Аллаху. Они не только исполняют то, что Аллах Субхану ва Тааля вменил им в обязанность как фарз, ваджиб, и не только они исполняют те сунны, которые вменил им в обязанность Мухаммад, алейхиссалату вассалям, но они стараются еще больше совершать нафили, больше раздумывать и размышлять про Аллаха, и больше вспоминать, потому что они знают, иннама ятадаккаруна улюл альбаб, действительно вспоминают Аллаха, действительно отвечают на тот аят, который Аллах Субхану ва Тааля говорит мусульманам: «Фазкуруни азкурукум». Действительно они отвечают на этот аят своим поминанием Аллаха, бесперестанным поминанием Аллаха. Они постоянно вспоминают Его, где бы ни были. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. То есть Аллах Субхану ва Тааля говорит про таких, что они всегда, во всем положении поминают Аллаха, совершают зикр, стоя во время кияма, сидя или лежа. Что бы они ни делали,
Так же, как и говорил величайший ученый Мухаммад Бахаутдин Накшбанди, который говорил, что ваше сердце должно всегда быть с Аллахом. То есть ваше сердце должно всегда поминать Аллаха. Руки должны быть в деле. То есть руки в деле, сердце с Аллахом. О чем говорит? Что в этом мире вы должны жить так, чтобы в будущем, в ахирате, получили хорошее вознаграждение. И не забывайте, говорит ученый, что этот мир – это пашня. Это пашня. Все, что вы делаете в этом мире, вы пожнете в будущем, в ахирате. Делайте благие дела. Будьте благими, совершайте побольше благих дел и бесперестанно поминайте Аллаха, потому что Он сотворил этот мир, Он привнес нас в этот мир, Он дал нам достаток, Он дал нам здоровье, и Он уведет из этого мира и представит перед собой. «Аль-му'мину акраму аля Аллахи мин бa'дил малаикати». Если человек достиг совершенства, му'мин, мусульманин достиг совершенства, а достигать можно совершенства только моралью, нравственностью самого пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, и теми видами поклонения, которые нам вменены, и теми видами поклонения, которые исполнял сам пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, исполняя это, постоянно чувствуя любовь в своем сердце к Аллаху, чувствуя богобоязненность по отношению к Аллаху и будучи мутирами, муттакими, то есть если мы будем богобоязненны, и если будем подчиняться Аллаху, если будем Его любить и бояться того, что Он отвернет от нас свой лик в день суда и разгневается на нас, то в данном случае мы становимся совершенными му'минами, му'минуль камиль, му'мин камиль, настоящими мусульманами. И пророк Мухаммад, саллаллаху говорит, что Аллах благословляет такого своего друга и возносит их, и они становятся приближенными, и они становятся выше даже, чем ангелы, приближенные ангелы Аллаха субхану ва тааля. «Лакад халакнал инсана фи ахсани таквим», говорит Аллах субхану ва тааля в Коране. Мы создали человека прекраснейшим творением, прекраснейшим творением. Из-за этого мы приближаем его к себе и возносим даже выше ангелов. Он становится даже выше ангелов, говорит Мухаммад саллаллаху по этому вопросу. «Аль-исламу я'лю ва ла ю'ла алейхи». Ислам велик, пречист, потому что это религия самого Аллаха. Аллах ниспослал нам религию и сделал его исламом. Ислам – это мир подчинения Аллаху, понимание, что ты его раб, а он твой хозяин. Из-за этого называется ислам. Ислам, мусульманин, который принимает ислам и живет действительно, будучи му'мин камиль, то есть совершенным уверовавшим, начинает жить в исламе, то Аллах субхану ва тааля говорит, что ислам, этот человек, он будет возвышенным. И никогда ислам не опускается до униженности. Никогда не бывает грязным ислам. Некоторые любят призывать, говорят, что нужно сейчас очищать ислам, потому что чистый ислам не таков, как мы сегодня видим. Сегодня он как-то загрязнился, говорят, астагфируллах. Просим прощения у Аллаха за такие слова даже тех мусульман, которые говорят такие вещи. Ислам не бывает чистым или грязным, зеленым, красным, белым или каким-то. Он таким не бывает. Он всегда на самом высоком уровне. Он возвышен, потому что это действительно от Аллаха. Это мы со своими недостатками, как мусульмане,
Только из-за нашего человеческого фактора мы можем быть грязными, мы можем быть нехорошими. Но это очищение от этого, это прерогатива Аллаха, потому что Аллах Субхану ва Тааля говорит, что я действительно тот, который заглядываю в сердца и очищаю и веду прямым путем. Обращаясь в Коране, Аллах Субхану ва Тааля даже к самому пророку Мухаммаду, саллиллаху алейхи вассалям, он говорит, что ты хочешь вывести на прямой путь тех, кого я заблудил? Мы это можем увидеть, прочитав Коран. Есть аят такой. А что же остается нам, простым людям, что Аллах, Субхану ва Тааля, обращаясь к пророку Мухаммаду, саллиллаху алейхи вассалям, говорит, что только я веду прямым путем, не ты, о Мухаммад, ты надзирун ва баширун ва сираджам мунира, ты только увещевающий, ты только призывающий, радующий, и ты светоч божественный, который освещает все вокруг. Но вести прямым путем или заблудить кого-то, это наше дело, говорит Аллах Субхану ва Тааля. Как же теряет доверие Аллаха тот человек, который говорит, что вот благодаря мне люди приходят в ислам, благодаря мне вот столько людей пришли, вот столько их я исправил, и я могу исправить ислам, что сейчас все там заблудились, пошли, стали совершать какие-то ширки или что-то, или какие-то бидгаты, это только я могу очистить. Бахваляется человек. Но Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям говорит, что бравада, высокомерие отвращает от ислама. И он еще дальше и дальше уходит от Аллаха и от ислама с этими своими словами. А тот, про которого он говорил, дескать, он такой нехороший, грязный в исламе или какой-то другой, он становится приближенным к Аллаху. «Куллама тала умруль муслими кяна хайран лаху». Всякий раз, когда увеличивается жизнь какого-то мусульманина, это для него благо. То есть Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям говорит, что если мусульманин будет жить долго, это для него благо. Если действительно уверовавший инсан камиль, му'мин камиль, то есть совершенный человек, совершенный му'мин, речь идет об аулия Аллах, речь идет о приближенных и его друзьях, не о тех, которые совершают грехи, не о тех, которые, речь не идет о тех, которые там ходят не по тому пути, изображая из себя мусульманина, а о тех действительно, которые аулия Аллах, друзья Аллаха, ученые, муршиды камили, о них идет речь. Чем больше они живут на этом свете, тем лучше для всех остальных мусульман и для них. «Ман акрама ахаху л-му'мина фа иннама юкриму Аллах». Если кто-то уважает своего друга мусульманина, то пусть знает, Аллах уважает этого человека, говорит Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. То есть Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям своими словами говорит, что мусульмане, му'мины должны быть вместе, должны уважать и любить друг друга ради Аллаха, не замечая недостатки друг друга и помогать друг другу во всех делах, благих делах, конечно, не в грехе. И мы тоже, обращаясь к Аллаху, говорим: «О Всевышний, о Аллах, Аллахумма, не спошли на нас, на всех мусульман, своей милости и благодать, поведи нас путем тех, которых Ты облагодетельствовал. А облагодетельствовал Ты пророков и сиддиков, и своих приближенных аулия. Поведи нас этими путями, Аллахумма, и сделай так, чтобы все мы вместе, мусульмане, единым порывом постоянно поклонялись Тебе, постоянно вспоминали Тебя, рассуждали о Тебе. И, как Ты говоришь в аяте, Аллахумма, Аллаху аллафа байна кулубикум ин кунтум адуан. Даже если вы, будучи врагами, я сделал так, что воссоединил ваши сердца своей божественной любовью. Аллах, соедини сердца всех мусульман своей любовью.
и поведи нас праведным путем, и введи нас в сады благодати, называемые рай. Раббана атина фид дунья хасаната ва фил ахирати хасаната ва кина адабнар. Аллаху акбар.